13 поединков, 26 бойцов, 1 рейдж и 1000 болельщиков. Битва в горах вновь стала эпицентром притяжения внимания поклонников ММА. Открыл торжественную часть турнира глава Ингушетии Юнусбек Евкуров и президент международной организации M1 Global Вадим Финкельштейн. В титульном бою присутствует 2 чемпиона из Ингушетии. Это достоинство именно то, к чему они шли 7 лет. И сегодня прошу болеть, и я буду залить за ваших ребят. Спасибо, что сегодня все собрались. 7 лет назад начинали это мероприятие. Сегодня это мероприятие стало таким любимым, хорошим. Но самое главное в этом мероприятии то, что мы создали много различных клубов этого вида спорта. В этих клубах выступают, занимаются спортом тысячи молодых ребят. Это здоровый образ жизни. Это как раз то, к чему нас призывает президент нашей страны в своем послании в майском указе о продолжительности жизни. Поэтому, Вадим, благодаря тебе вот такой хороший баракат для нашей республики именно в виде развития этого хорошего, замечательного, зрелищного вида спорта. Да, это спорт для настоящих мужчин, хотя мы видим, что и девчата бьются в кровь в этом спорте. Здесь воспитывается характер, мужество, достоинство. Но самое главное, еще раз повторяю, люди занимаются спортом, и у них здоровый образ жизни. Пройдя предварительный отбор и заявив о том, что они достойны участвовать в битве, спортсмены проводили месяцы тренировок, чтобы стать победителями. Начался турнир по традиции с поединков предварительного карда, хотя получились они как один на заглядение. Одержавший громкие победы на битвах в Назрани, Бекхан Манкиев сошелся в бою против Михаила Акилова. Для кого-то поражение должно было стать первым. Бойцы шли без осечек до этого момента. Бекхан, примирившись к сопернику и проведя несколько ударов, повалил спортсмена из Казахстана на настил рейджа. Несколько попыток провести болевой или добивание не увенчались успехом, но чуть подустав, Михаил Акилов отдал руку, чем воспользовался ингушский файтер. Победа болевым. Начало празднику спорта положено. Первый бой самый ответственный, трудно выйти. Если проиграть, тоже трудно будет. Из-за этого первый бой очень даже трудный бывает. Переживал, конечно. Какой боец не переживает, все переживают. Первый бой был в битве в горах, тем более такой турнир, стимульный такой. У меня был дебют в М1. К сожалению, я проиграл парню из Ингушетии. Хороший боец, попал на болевой. Расстроился, правда, немножко. Получил хороший опыт. Очень все тут нравится. Организация классная. От народа ингушского в восторге. Просто такой гостеприимный. Все очень здорово. Будем дальше готовиться, тренироваться. Еще бы хотелось поприсутствовать на таком турнире, в следующий раз приехать в Ингушетию на битву в горах. Следующий поединок Муса Хамхоев против Александра Кутафина. Базовый борец Хамхоев, тем не менее, радует болельщиков и красивыми комбинациями в стойке. Кутафин тоже очень серьезный оппонент, в копилке которого уже 5 триумфальных поединков. Начав бой в стойке, ингушский боец очень скоро повалил соперника на лопатки и готовил добивание в голову. Но Кутафин все эти попытки пресекал на корню. Тем не менее, в последующем каждый из 5-минутных отрезков уверенно забрал Муса Хамхоев. Переводы в партер, более точные и мощные попадания. Воспитанник клуба РЗ одерживает заслуженную победу. Муса Хамхоев! Республика Ингушетия! Спорта по карате, чемпион Евроазиатского кубка мира, первый дебют в челленджи. Чемпион мира по карате. Представляет Республику Ингушетия. Последний поединок предварительного карда опытный Сада Учар из Австралии против Тамерлана Аздоева с его безупречным рекордом в 3 победы подряд при отсутствии поражения. 2 ярких ударника, как и предполагалось, начали бой в стойке. Тамерлан Аздоев несколько раз потряс соперника сильными ударами в голову. Школа карате известного тренера Исмаила Расумова дает о себе знать. Однако с добиванием Аздоев не торопился. Видимо, хотел порадовать зрителей. Спустя несколько таких минут Тамерлан Аздоев несколькими мощными ударами все-таки нокаутировал соперника. 4-я победа подряд. Борьба за пояс в легком весе только начинается. Потрясающий поединок от Тамерлана Аздоева. Мы не ожидаем, что мы нокаутируем кого-то. Главное, у нас план был провести в стойке
потому что я сам базовый ударник. У него очень был хороший грэпплинг, и как только мы попадались в партер, я чувствовал, что он мог меня забороть, поэтому я не стал рисковать и начал делать свою работу. И, в принципе, он пропускал очень хорошо, и мне было нам удобнее с ним работать в стойке. А что он упадет так, я не думал, конечно. Еще одну победу в копилку ингушских бойцов добавил один из самых опытных файтеров Ингушетии – Хамзат Аушев. Выйдя на замену вместо травмированного Абубукара Мистоева, Хамзат доказал, что он в отличной форме. Соперник – опытнейший бразильский боец Жорже Родригес Сильва, за плечами которого десятки боев. С первых же секунд стало ясно, что доминировать в этом бою будет Хамзат. Несколько сильных ударов, перевод в партер и полный контроль с последующим удушением. Все разыграно как по нотам. Публика в восторге. Я должен был выступить на другом турнире, тоже 21-го, точнее сегодня. Турнир отменили, получилось так, что мне предложили с этим, я согласился. Честно говоря, я точно не могу назвать его имя, фамилию, потому что я вообще не изучал его. Я готовился под другого бразильца, тоже грэпплер. Я думаю, труд не пропал даром. Посмотреть одно из главных спортивных событий этого лета пришли тысячи людей, среди которых как жители Ингушетии, так и почетные гости, именитые спортсмены, которые уже вошли в историю мирового спорта. Приятно смотреть на то, как вот у нас все-таки вот эти виды состязаний, они развиваются, и видно уже, где уже появились хорошие мастера. Я надеюсь, что у нас вполне может появиться такая фигура довольно серьезного масштаба, международного уровня, потому что у нас есть и чемпионы мира, и Олимпийские игры. И я думаю, в этом виде спорта тоже будут очень серьезные показатели. Я благодарю всех организаторов и знаю, что деятельное участие правительства республики в организации этого большого грандиозного праздника спорта, красоты, мира и созидания. Я очень благодарю, что вы находите силы и возможности его организовать, и благодарю тех, кто меня пригласил. Я нахожу, что это огромный труд многих людей. И наши спортсмены, которые показывают чудеса профессионализма в своей сфере, меня убеждают в том, что жизнь многокрасочна. Она светит разными оттенками. И вот не только вот нашей творческой жизни артистической, наши спортсмены свои души, свою физическую гармонию отдают людям. Я желаю всем мира, успехов. Сегодня я говорю, побеждает сильнейший, а больше всего побеждает мир, наше единение и взаимопонимание. И пусть это всегда будет на родной, любимой мной нам всеми ингушской земле. Ингушетия моя вторая республика, где я часто бываю, дерусь. Здесь у меня много друзей, и здесь поддержка у меня хорошая, поэтому здесь все турниры по М1 очень на высоком уровне проводят, и мы с удовольствием сюда приезжаем. С Дагестана очень много ребят приезжают тут, смотрят, вот, и радуемся, как ингуши развиваются. По боям уже очень большой скачок сделали они. И мы как можем приходим, поддерживаем меня, опытом обмениваемся. Ну, оценка, прежде всего, турнира, как всегда, на высоком уровне. Мы здесь уже второй год подряд, поэтому для нас это большая честь именно оказаться, скажем, потому что во всей лиге это действительно самый известный турнир считается, именно «Битва в горах». И в нашем кругу спортсменов здесь выступать, действительно, это честь. Одним из главных событий этого вечера стал бой ингушского файтера Мосера Евлоева, который встретился с Рафаэлем Диасом. Доминируя на протяжении 4 раундов, в 5-м Мосер все же сумел нанести сокрушительный удар в голову бразильца, отправив его в нокаут. Вторая по счету защита титула чемпиона лиги М1 в легчайшем весе. Пояс остается в Ингушетии. Сегодня не получилось поработать именно так, я готовился. Я не знаю, может, диета подвела, может, весогонка или волнение, поддержка моих близких и ответственность за всех вас. Хочу поздравить всю мою республику, всю мою команду, Тим Евлоев в полном ее составе, поблагодарить руководство нашей республики, руководство организации, парламент, всех, которые участвовали в проведении этого грандиозного турнира, подготовки всех спортсменов. Ты прославил нас, дал
Второй титульный бой, завершая турнир, провел Хамзат Далгиев, который встретился с американцем Нейтом Лендвером. За исходом именно этой схватки следили тысячи зрителей. Бой держал в напряжении до последней минуты. Во втором раунде Хамзат все же уступил сопернику. Спортсмены хорошо выступили. И не совсем, конечно, расстроен тем, что Хамзат проиграл. Но я надеюсь, что он соберется мыслями и выполнит задачу. А так, в целом, сегодня молодцы, хорошо прошло, организация, все хорошо. Ну, вы знаете, мне кажется, что вообще все прекрасно прошло, и организация, и даже тучи нас обходили, там чуть-чуть покапало. Но все, мне кажется, очень было замечательно. Бои просто были супер, ребята выложились. Ну, это спорт, и побеждает сильнейший, да? После завершения турнира праздник спорта продолжился уже в Доме торжеств в Магасе, где всех файтеров наградили грамотами и благодарностями главы Ингушетии за активное участие в турнире. Битва в горах, как и ожидалось, выдалась зрелищной. Тысячи болельщиков, приехавшие в горы, и сотни тысяч за экранами телевизоров, не дадут соврать. Битва в горной Ингушетии уже стала визитной карточкой республики, которая ежегодно приковывает внимание спортсменов и просто любителей со всего земного шара. А ингушские бойцы продолжают доказывать, что они лучшие в своем деле. Зелимхан Калоев, Тамерлан Хамхоев, Исмаил Гетагажев и Харун Аздоев. Новости 24.